участвовать от имени русской национальной культуры. В Нижнекамском доме дружбы народов Фарида Мухаммедшина приветствуют на разных языках. Под одной крышей здесь работают 23 общественных и национально-культурных организаций. Это русская организация. Участницы клуба «Хозяюшки» вяжут теплые носки для военнослужащих. Фариду Мухаммедшину рассказывают, в зону СВО отправили более 400 пар. Ежегодно Дом дружбы народов проводит более 200 мероприятий. Их посетили 40 тысяч человек. Зданию с полувековой историей необходим ремонт и новые помещения. Мы уже с Минихановым работаем на этой теме. Пока в этом году не было возможности. Оставь пока на следующий год. Здание возбар, территории возбар. Здание возжитные, достраивать. Еще год назад такая же проблема стояла у местного ТЮЗа. И вот сегодня новоселье. Труппе отдали здание бывшего кинотеатра «Джалиль». К основному зданию дополнительно пристроили помещение площадью в 2000 квадратных метров. Здесь есть гримерные, склад для хранения объемных декораций, столярные и пошивочные цехи, костюмерные. В общем, все для того, чтобы театр мог жить полноценной жизнью. Здесь обновили почти все, но неизменным осталось имя театра. «Джалиль» теперь это театральный комплекс. Добрый день, Ваше Величество. Сегодня гостям показывают отрывки из репертуара. Наталья Денисова в труппе 13 лет. За это время ей пришлось поработать в разных зданиях. Теперь появились родные стены. Мы будем радовать зрителей новыми постановками, федеральными проектами, дай бог. И ждем всегда с распростертыми объятиями зрителей, наших любимых. Это непередаваемые эмоции. Мы столько мучились, столько ждали, когда уже нам выделят это здание. То по школам, по училищам, актовые залы, какие-то комнаты, кабинеты. И наконец-то у нас огромное здание появилось. На сцене основатель ТЮЗа Татьяна Пляшева. Она руководила им 25 лет. Желаю, чтобы театр юного зрителя стал профессиональным. Он и так профессиональный, но чтобы он стал государственным театром юного зрителя. Обращаясь к нижнекамцам, Фарид Мухаммедшин сказал, это событие не только городского, а республиканского масштаба. Событие важное, нужное, и радость родителей была на лице. Дети эти, которые будут заниматься в ТЮЗе, в новом помещении, вот в этом театре, конечно, они будут оторваны от улицы, от негатива, от гаджетов всяких современных. И я думаю, они будут воспитанными людьми. В этом году в Татарстане по национальному проекту «Культура» реализовали 4 крупных проекта. Открыли драмтеатр «Мастеровые» в Набережных Челнах, центры культурного развития в Елабуге и Зеленодольске и реконструировали здание ТЮЗа в Нижнекамске. Всегда открытие новых объектов радует, но мне кажется, самое важное, чтобы здесь продолжалась жизнь, чтобы здесь было много детей, здесь много было зрителей. Опять-таки по проекту «Пушкинская карта» все возможности есть. Рамиль Муллин отметил, город и дальше будет вносить вклад в развитие культурного потенциала Татарстана. Первая постановка на новой сцене уже 22 января. Для малышей покажут сказку «Волшебные сны» Апуша. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск.